Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья и сестры, Аллах по своей милости и мудрости возвеличил некоторые периоды времени над другими и выделил святые места, наделив их особой благодатью. И сейчас наступает время, которого верующие сердца ждут с трепетом и нетерпением. Это время, когда благословенное время встречается с благословенным местом, и речь идет о первых 10 дней месяца Зуль-Хиджа. Только представьте, в эти самые минуты со всех уголков мира миллионы паломников устремляются к Дому Всевышнего. Они спешат исполнить 5-е предписание нашей веры – хадж, где проявляется единство веры и смирение перед Всемогущим. Но почему же эти 10 дней так важны для каждого из нас, даже если мы не находимся в хадже? Месяц Зуль-Хиджа – один из 4 запретных месяцев. Каждое благое дело в этом месяце ценится по-особому. Его значимость настолько велика, что многие ученые ставят эти 10 дней выше, чем последние 10 дней месяца Рамадан. Настолько они велики. Аллах Всевышний в своем Писании говорит «Валь-фаджр ва-лаялин ашар». Многие толкователи Корана утверждают, что под этим временем подразумевается первые 10 дней месяца Зуль-Хиджа. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, подчеркивал их исключительность. В одном из хадисов говорится, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Наилучшими днями этого мира являются первые 10 дней месяца Зуль-Хиджа». В другом хадисе передается: «Нет дней более великих перед Всевышним, в которых благие деяния были бы любимы им, чем в эти 10 дней». Как провести это время и какие деяния совершать? Первое – это соблюдение поста. В хадисах пришло, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, соблюдал пост в первые 9 дней месяца Зуль-Хиджа. Особо нужно выделить пост на 9-й день, день Арафа. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Пост в день Арафа служит искуплением грехов для прошедшего и будущего года». Также уместно упомянуть о важности дуа в день Арафа. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, говорил: «Хойру дуаи дуау яуми Арафа». Лучшее дуа – это дуа, совершенное в день Арафа. «Вахойру ма культу ана ван набиюна мин кабли». И лучшее, что произнес я и пророки до меня, это слова «Ла иляха илляллаху вахдаху ла шарика ла, лахуль мульку ва лахуль хамду ва хуа аля кулли шайин кадир». Поэтому чаще произносите эти слова в день Арафа. Также от праведных предшественников пришли слова: «Клянусь Аллахом, не бывало так, что я произносил дуа в день Арафа и не находил ее осуществленной в течение года». Поэтому увеличивайте обращение ко Всевышнему в этот день. Также в эти дни желательно увеличить произнесение таспиха. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: чаще произносите слова «Субханаллахи, вальхамдулиллахи, ва ла иляха илляллаху, валлаху акбар». Еще одним важным поклонением является закалывание жертвенного животного в праздничный день. Это действие является сильной сунной, так как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, соблюдал его регулярно. И для тех, кто намеревается совершить курбан, желательно воздержаться от стрижки волос и ногтей до тех пор, пока не заколет животное. Как мы уже сказали, эти дни наполнены благодатью. Поэтому старайтесь совершать предписанные намазы своевременно, увеличьте количество дополнительных молитв, раздавайте милостыню и укрепляйте родственные связи. Каждое благое дело имеет особую награду в эти дни. И в завершении мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он не лишал нас благ этих дней и приблизил нас к своему довольству. Вальхамдулиллахи Раббил Аламин.